Уже более месяца, как Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызской республики. Инаугурация состоялась 24 ноября. В своей инаугурационной речи президент остановился на основных моментах по развитию страны и ознакомил соотечественников с основными направлениями своей деятельности на ближайшие 6 лет. Народ Кыргызстана состоит из представителей более 100 этносов. В нашей стране не должно быть деления по национальному или региональному признаку. Я против любых проявлений национализма, регионализма, трайбализма и клановости. Я не допущу этого в системе государственного управления. Сегодня мы строим современное общество, где каждый гражданин будет чувствовать себя нужным в родном Кыргызстане, беречь родину и служить ей. Интересы страны должны быть дороже всего. Присяга, которую я дал сегодня, это присяга верности стране и Конституции, которая определяет Кыргызстан как суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство. Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, основными направлениями во внешней политике, как и прежде, будут защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны. Кыргызстан продолжит активное участие в международных делах и интеграционных процессах. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией будет укрепляться. Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в духе добрососедства и стратегического партнерства. Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных ценностей. Будет продолжен тесный диалог со странами Европейского Союза, а также с отдельными азиатскими и арабскими странами. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США. Президент также отметил, что правительство должно стать мотором реформ. Правительство должно провести структурные реформы в экономике и обеспечить рост доходов населения. Правительство должно стать мотором реформ. Президент будет их гарантом. Так мы сможем достичь успеха. Локомотивами развития должны стать отрасли, создающие рабочие места, имеющие высокий экспортный потенциал. Кыргызстан должен быть раем для бизнеса. За эти годы, несмотря на сложности, Кыргызстан нашел свой путь развития, последовательно укреплял государственную независимость. Кыргызстан сегодня по-настоящему независимая страна, сказал Алмазбек Атамбаев в своей речи. Он выразил уверенность в том, что избранный президент Сооронбай Жээнбеков достойно продолжит избранный Кыргызстаном путь на развитие и процветание. Я спокоен за будущее нашей Родины, потому что уверен, что Кыргызстан уже никогда не вернется в прошлое. Наша страна теперь будет двигаться только вперед. И у людей есть тоже и вера, и уверенность в этом. И я верю, что уважаемый Сооронбай Шарипович продолжит проложенную всеми нами вместе дорогу к будущему нашей страны. Продолжит курс на мир и стабильность. Курс на демократическое, открытое государство с сильным гражданским обществом. Я уверен, что Сооронбай Шарипович будет работать честно и справедливо. В свой первый рабочий понедельник президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым, Төрага Жогорку Кеңеша Дастанбеком Жумабековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой. Он отметил, что все ветви власти отвечают за социально-экономическое развитие страны, укрепление мира, согласия, законности и должны работать сообща, консолидированно в интересах народа и государства. Все ветви власти должны приложить усилия, чтобы страна развивалась и народ Кыргызстана не страдал от коррупции. Необходимо ускорить перевод большинства государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Информатизация управления – это в первую очередь удар по коррупции. Поэтому реализация национального проекта «Тазаком» – это архиважная задача.
Свой первый зарубежный визит президент Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию. В рамках рабочей поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также ход реализации совместных проектов. Глубоко символично первый визит в качестве президента будет в Москве, и оно так и должно быть. Это говорит о том, что мы, Кыргызская республика, твердо намерены и нацелены укреплять наши взаимоотношения, наше союзничество и стратегическое партнерство. Президент Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова вступлением в должность главы государства и отметил положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран. Вы человек очень опытный. В последнее время правительство возглавляли, принимали непосредственное участие в разработке всех наших стратегических планов взаимодействия между Россией и Кыргызстаном. При вашем непосредственном участии Кыргызстан стал полноценным участником нашего основного экономического интеграционного объединения. И хочу в этой связи отметить, что после этого рост наблюдается значительный товарооборота Кыргызстана со странами Союза. Ну а в двухстороннем плане у нас после небольшого спада в прошлом году, в этом году уже 32% рост за первые 3 квартала текущего года. После Москвы президент Сооронбай Жээнбеков направился в Минск для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Саммит ОДКБ – это первое совместное мероприятие нашего президента с главами государств-участников этой организации. На полях саммита президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Biz болған проблемалар бойынша көп мәселені сөйлестік. Анан шешімге келдік. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Анан ошол чек арага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Ошону чечтик. Ал проблемалар бардыгы буюрса келе чечиле турган проблемалар. Ошол маселелер биз тараптан көп маселелер бар, эки тараптан муну баарын чечебиз. Президенты двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе вопросов по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе. Президент Казахстана пригласил президента Кыргызстана в Астану для обсуждения перспектив кыргызско-казахского сотрудничества. Отдельные эксперты назовут эти встречи первыми успехами нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова во внешней политике. На одном из первых рабочих совещаний президент Сооронбай Жээнбеков обозначил краткосрочный план работы. Он отметил первоочередные цели и задачи, стоящие перед аппаратом и требующие скорого исполнения. Глава государства подчеркнул необходимость проработки мер, обеспечивающих, во-первых, преемственность курса Алмазбека Атамбаева, направленного на развитие страны, и, во-вторых, гарантирующих проведение нового этапа коренных реформ во всех сферах жизнедеятельности страны.